Ребята, всем привет! Сегодня я впервые попал на программу «Портрет». И знаете что? У нас сегодня безумно важный гость. Я надеюсь, вы посмотрите этот эфир. Не буду раскрывать все карты, говорить, кто гость. Просто наслаждайтесь просмотром и пожелайте мне удачи. Сегодняшняя передача не похожа на официальные деловые программы, в которых приходилось прежде участвовать. И здесь уже тебе задают вопросы дети, без заранее подготовленных каких-то там заготовок, вопросов, искренние, открытые, чистые. Поэтому я думаю, что у нас получится классный, открытый, интересный диалог. Я опять у своего желтого стола. Ждем гостей и других ведущих. Я знаю эту студию с младенчества, выросла тут, можно сказать. А так, как участница, я пришла сюда в первый раз. Это мой дебют. Я не боюсь никакого вопроса. Почему? Потому что это дети. С ними по-простому, легко и понятно. Они не будут тебе задавать каких-то сложных, каких-то таких деловых, официальных вопросов. Я предполагаю, что мы сегодня будем общаться больше о жизни, о целях в жизни, о достижении успехов, о каких-то уроках, с которыми приходилось сталкиваться. Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте, Люция Кагибовна. Меня зовут Никита, и я сразу хотел бы ознакомить вас с правилами нашей программы. Все максимально просто. Мы задаем вам вопросы, вы на них отвечаете. Но в конце программы вам будет сюрприз. Вы сможете выбрать любой из портретов себе в подарок. Как Отлично. ваше настроение? Отличное настроение. Сегодня выходной день. С удовольствием проведу его с вами. Я бы еще сразу хотел бы спросить, как вам лучше всего обращаться? Люция Кагибовна, ну или же Люция, но на «вы». Давайте договоримся, что я Люция и на «вы». Отлично. А для чего нужен фонд содействия гражданскому обществу? Чем вы вообще там занимаетесь? Можете рассказать нам поподробнее, чтобы мы имели какое-то представление об этом? Да, конечно. Фонд содействия гражданскому обществу появился в Башкортостане недавно, в 2019 году. Он нужен для того, чтобы быть единым, так скажем, оператором, который оказывает поддержку финансовую добрым, социально важным проектам Республики Башкортостан. То есть, как по аналогии есть фонд президентских грантов в России, такой же фонд был создан в Башкортостане. Только это региональный фонд, который поддерживает наши некоммерческие организации. А какие, например, проекты там могут быть? Самые разные. Я скажу, что, например, художественная школа Далькильдеева выиграла грант «Жемчужина Башкортостана», где дети рисуют по аналогии с героем Аргамака различные 8 серий выпускают фильмов. То есть проекты могут быть про социальную защиту населения, помощь инвалидам, престарелым, пенсионерам, детям с ограниченными возможностями здоровья или взрослым. А это про ЗОЖ, это про спорт, это про межнациональную культуру, в том числе наука, образование, карьера. То есть есть 10 направлений, среди которых отдельно выделяются проекты на поддержку родных языков в Башкортостане. То есть каждая некоммерческая организация может со своим добрым проектом, который помогает людям прийти к нам за грантовой поддержкой. Сколько всего было грантовых конкурсов за все время существования вашего фонда? Так, мы провели всего 5 конкурсов грантов за 2 года, но я хочу сказать, что в этом году, в 2022, мы планируем провести 5 за 1 год. То есть у нас есть гранты на гражданское общество, общие гранты, у нас есть гранты на поддержку родных языков, планируются гранты на молодежную политику отдельно, и, возможно, в этом году мы разыграем гранты на поддержку кинематографа в Башкортостане. Вы так хорошо верите в свой фонд? Вы уверены, что у вас за 1 год получится так много конкурсов? Я верю, поскольку в прошлом году мы взяли самое большое в стране софинансирование фонда президентских грантов. То есть мы привлекли дополнительные средства к тем, которые есть в Республике Башкортостан. Это 74,5 миллиона рублей. В этом году мы взяли более 100 миллионов рублей федеральных средств. У нас есть из Башкортостана своих уже более 200. Поэтому даст Бог, что получится более 300 миллионов разыграть на нужные проекты для жителей Башкортостана, для разных социальных групп.
Кстати, есть и для школьников проекты, которые реализуются в гимназиях, в школах. То есть открываются анимационные студии, открываются школы телевидения. То есть ваши школы могли прежде заявляться, побеждать в конкурсах грантов и получать на это поддержку финансовую. То есть можно было купить оборудование, проводить мастер-классы и реализовывать такие различные проекты. Хорошо, спасибо за ответ. Мне безумно было интересно вас услышать. Спасибо. Добрый день, меня зовут Мадина. Вы смотрите телевизор? Есть ли у вас любимый канал или программа? Телевизор у меня есть, я его не смотрю, смотрит его супруг, поэтому я не назову, наверное, сегодня любимого телеканала. Я предпочитаю книги. В свое время, когда работала еще в университете, я купила очень много книг и решила, что телевизора в моем доме не будет, пока я не прочитаю все книги. Но получилось так, что вышла я замуж раньше, чем прочитала все книги, поэтому стараюсь свободное время уделять именно книгам. Хорошо, спасибо. Спасибо. Меня зовут Амина. У вас давно в Инстаграме в посте было написано, что вы хотите себе кошку, а недавно в сторис у вас была кошка. А это ваша кошка? Да, мы завели 1,5 года назад кошку, назвали ее Ася, полностью воспитываем. Она, я сказала бы так, животные много чему учат людей. Еще один вопрос. А почему вы выбрали именно такой окрас? Такой окрас? Я не выбирала окрас. Я бы сказала, что кошка выбрала сама нас. Когда у подруги родились 3 котенка, мы приехали выбирать, кого из них заберем к себе в дом. Мы поставили 3. Я не могла выбрать, потому что каждый из них был по-своему красивый, пушистый. Какие-то оказались в итоге веслоухими, какие-то нет. И я сказала, что тот котенок, который пойдет ко мне навстречу и дойдет первым, будет моим. И именно вот наша кошка стала первой, кто пошла ко мне. И, конечно, мы выбрали ее. Спасибо за ответ. Я хочу спросить, какого окраса она? Я потому что не видела вашего Не сторис. видели? Она трехцветная. А каких именно? Она белая в основном, потом у нее есть такие вот светло-коричневые, темно-коричневые цвета, но в основном она белая. Ну, трехцветные кошки, говорят, они и добрые, и хорошие, и еще и лечат. Вот. Белый, черный, коричневый? Белый, коричневый и светло-коричневый, темно-коричневый. Хорошо, спасибо. Как думаете, что в первую очередь нужно для развития города? Какие у вас есть идеи? Для развития города. Это ты спрашиваешь, потому что впереди юбилей города, и что нужно подправить? Наверное, это будет звучать банально, но хотелось бы иметь хорошие дороги, потому что это важно. Хотелось бы, чтобы в поликлиниках было оборудование, которое может тебя, провести диагностику и в дальнейшем, чтобы избежать какие-то заболевания, то есть чтобы человек не шел в частные клиники приоритета, все-таки верил в наши государственные поликлиники. Ну и, конечно же, образование. Я считаю, что сильная страна та, где население здоровое и население образованное. Ну, с этим я с вами полностью согласен. Но как же сфера развлечения? Потому что парков у нас не так много. Если они есть, то они уже довольно устаревшие. Или их просто разбирают, и они закрываются. Знаешь, я как человек, который больше привык, так скажем, брать все в руки сама, например, если мне что-то не нравится, я стараюсь, например, выступить с какой-то инициативой и поменять то, что мне не нравится. И есть классные программы государственные, в том числе это программа поддержки местных инициатив, где жители микрорайона даже могут выступить с инициативой: нам нужна детская площадка, либо нам нужен какое-то другое арт-пространство, в котором молодежь может проводить время культурное. Я скажу, что одним из лучших примеров в Уфе, и я думаю, что меня поддержите, является «Арт-квадрат». Потому что это естественный центр скопления жителей, я не скажу молодежи, потому что там ходят и пенсионеры, и взрослые, и семейные, и с детьми. Если такие пространства откроются, например, еще где-нибудь в Калининском районе, где-нибудь еще в разных районах, а не только в центре, мне кажется, это позволит удовлетворить потребность вашу в точках для развлечения. То есть в точке, где вы можете пообщаться и провести какие-то мероприятия. Я вернусь к вопросу насчет животных. А вам нравятся еще какие-нибудь животные, кроме кошек? Какие животные мне нравятся, кроме кошек? Так, свою кошку мы любим, это первое место однозначно. Так, что же, собаки тоже нравятся.
Вот, и, наверное, все. В восторг пока приводит только наша домашняя кошка, которая удивляется каждый день своими сюрпризами. Получается, кошка на первом месте. Конечно, она же у нас с характером, ее нельзя не любить. Спасибо за ответ. Так что... Хочу спросить такой необычный вопрос. А душа у вас где лежит? Душа в сердце, наверное, здесь главная чакра, так скажем, да, душевная, и она вся там. Вот здесь душа, либо где солнечное сплетение, вот в этой зоне. Ведь Что помогает вашей душе радоваться, наверное? Что-то вот из повседневной жизни. Радоваться душе. Я радуюсь, когда все стабильно и стабильно хорошо. Я радуюсь, когда есть какие-то неожиданные сюрпризы, которые там заставляют тебя улыбнуться. И помимо того, что ты расплываешься в улыбке, ты думаешь, блин, как же классно, что есть там вокруг классные люди, которые о тебе помнят или заботятся. Мне нравится самой делать сюрпризы, которые могут быть тоже вполне спонтанными, незапланированными. Поэтому моей душе нравится все, что светлое, все, что доброе. Но если есть какие-то приятные сюрпризы, которые ты не ожидал, конечно, они наполняют твою душу какой-то особой такой вот любовью. Хорошо, спасибо. Да. У меня вопрос такой, а у вас есть близкие подруги, которым вы могли довериться? Конечно. У меня по жизни очень много друзей. Я скажу даже так, когда я приехала в Башкортостан, а я сама не из Башкортостана, в 2008 году у меня из родных не было никого, ни в Уфе, ни в республике. И друзья, которые появились в моей жизни, стали для меня во многом опорой, которым я смело могу доверять, с которыми я уже прошла огонь, воду и медные трубы, как говорится, и с которыми я постоянно на такой особой связи. Это хорошо, когда есть люди, которые рядом вас поддержат. Да, мы даже чувствуем друг друга иногда, я скажу даже так. То есть либо друг другу снимся, либо кто-то начинает кому-то писать и говорит, а я тебе хотела написать. То есть там близкие подруги, очень близкие, где-то, ну, может быть, около 5, да. Есть те, кто чуть-чуть подальше, с кем чуть пореже общаемся, но для меня они в моей жизни имеют не меньшее значение. Мы провели всего 5 конкурсов грантов. У нас есть гранты на гражданское общество, планируются гранты на молодежную политику отдельно. И, возможно, в этом году мы разыграем гранты на поддержку кинематографа в Башкортостане. Давай. Вот вы всегда такая активная, деловая, при деле, даже являлись директором школы политического лидерства. Никогда не задумывались, зачем вам все это? Я любила это все и люблю. Вот вы прямо с детства знали, то, что я хочу пойти туда-то? Нет, я с детства и в школе, я вообще до 11 класса думала, что я буду медиком. Меня готовили медицинский, у меня было все прекрасно с биологией. Но примерно после 10 класса я поняла, что все-таки, если я посвящу себя медицине, это буду не совсем я. Это было желание моих родителей, моей бабушки в том числе, а я хотела работать на госслужащего, я где-нибудь в администрации, может быть. Поэтому поступила учиться в Уфу на госмуниципальное управление и, завершив, занимаюсь любимым делом. Я всегда делала то, что люблю. Скажите, пожалуйста, первый вопрос – это как ваши родители отнеслись к вашему решению, то, что вы не хотите поступать в медицинский? А второй вопрос будет таков, что все-таки вы в школе были бунтаркой или все-таки скромницей более? Отвечая на первый вопрос, спасибо родителям, они меня поддержали. Мама потом хотела, чтобы я поступила в нефтяной. Спасибо, что я послушала себя и поступила, куда я хочу. Она потом еще хотела, чтобы я поступила на финансовые кредиты, работала в банке, как мои две двоюродные сестры, но я этого тоже не сделала. Я хочу сказать, что нужно слушать себя в первую очередь, чтобы не говорить потом спустя 5 лет обучения, мама, папа, вы были неправы, я все-таки должна была учиться здесь. Зачем терять свою жизнь на то, что не про тебя? Нужно слушать себя и идти туда, куда тебя ведет. Это твоя жизнь, и это будут твои, по крайней мере, ошибки, с которыми ты скажешь, ладно, да, я была не права, зато я попробовала. Вот это, наверное, главное. Отвечая на второй вопрос, была ли я бунтаркой или скромной, я была воспитанной. Я была в меру скромной. Бунтаркой я не была никогда, потому что я закончила школу на золотую медаль. Я была лидером
то есть школьного там самоуправления, да, и проводила там различные КВН, мероприятия, ведущие мероприятия. И там я получила первый опыт проведения различных мероприятий. Все началось оттуда. То есть все-таки вы больше рискнете, чем оттолкнете педали назад, верно? Я предпочитаю попробовать. Когда еще будет возможность попробовать, правильно? Верно. Жизнь же она одна, надо вот брать и делать, чем ожидать чего-то другого. За тебя никто не примет никогда решение. У меня такой вопрос. Какой вы были в детстве и можете ли вы охарактеризовать себя ребенком? По рассказам мамы я была хулиганкой, но в школе я не была бунтаркой, возвращаясь к разговору, да. Была хулиганкой немножко, ну, наверное, как и многие дети, поэтому где-то была скромной. Мы росли, у меня есть братишка, у нас с ним разница 2 года, и я всегда его там защищала, в детском саду забирала и говорила, я его никому не отдам, буду сама его смотреть, не подпускала никаких даже воспитателей. Поэтому училась я хорошо, школу я любила. Первые 3 года я училась в деревне, где нас в классе было 7 человек, и когда на улице было минус 30 градусов, к примеру, и соседка, мама моего одноклассника говорила, ну что, отпускаем их в школу или нет, минус 30 холодно же, я закатывала истерики, отпустите меня в школу, потому что я очень любила, в принципе, вот школу, мне важно было прийти, мы могли там пообщаться, что-то сделать, даже если не было уроков, с нами проводили какие-то другие занятия. Поэтому настойчивость, всегда старалась быть такой, наверное, правильность – это то, что воспитывали родители. Правильность и честность. Это прошло через школу, это прошло через студенчество, в своей жизни сегодня это тоже я ставлю во главе своих ценностей, я бы сказала бы так. А вот такой еще вопрос. Вы сказали, что у вас есть младший брат, а вы сейчас с ним в хороших отношениях? Конечно, у меня уже есть племянник. Моему младшему брату сегодня уже 29, и мы с ним большие друзья. Я скажу, что мы с ним стали еще большими друзьями, когда повзрослели. Когда я поняла, что человек должен быть рядом со своей семьей, я предложила ему переехать в Башкортостан. В 2015 году он приехал работать в Башкортостане, и вот живет он в Уфе. И мы не то что общаемся тесно, мы одна семья, которая там всегда на связи, которая всегда приезжает друг к другу в гости. Он любит у меня готовить, удивляет нас приятными ужинами у себя. С недавних пор к нам присоединилась и мама, которая год назад переехала в Уфу, поэтому наша семья в сборе. Ну, это хорошо, когда семья рядом и тоже поддержка есть. Очень. Спасибо за ответ. Так, давай НЖ, и потом вот так пойдем. Ранее вы говорили о желании учиться. Сейчас у вас самое большое желание, какое оно? Я каждый год с началом года писала виш-лист, да, какие у меня есть желания. Это первый год, когда я написала и решила, что пусть и будет так, как будет, я полностью доверяю Вселенной. Пусть она сама распорядит. Там, где нужно будет мое участие, я максимально, то есть к своим целям стремлюсь сама. Я верю, что я могу сама своими усилиями добиться того, чего очень хочу. Просто зависит от того, что я для этого делаю. Каждый день, какой шаг я сделала к своей цели. Вот все в твоих руках, это вот про это. У нас в жизни очень много бывает конфликтных ситуаций. Мне вот стало интересно, как вы находите решение этих ситуаций? Разные. Самое главное, это должен быть такой подход. Во-первых, конфликтная ситуация, кто виноват, нужно разобраться, то есть убрать лишние эмоции и решать, как можно исправить. Нужно найти способ договориться, чтобы не было каких-то там потерь для обеих сторон. Мне кажется, в этом плане очень хорошо, когда ты просто честный, искренне это говоришь. Да, вот это случилось, это уже не исправить. Давай будем думать о том, чтобы это не повторить в будущем. Давай станем лучше. Ведь эта ошибка случилась, потому что что-то нехорошо было, правильно? Вот, поэтому я про то, чтобы то, что исправить нельзя, уже не исправишь. Но если ты смог человеку донести, почему это произошло, ты был с ним честным, искренним и говоришь, что впредь, конечно, ты этого не повторишь, вот это, наверное, более важное в том, чтобы разрешить конфликт. Спасибо большое. А вот у меня такой вопрос. Вы когда-нибудь лгали для блага? Так, хороший вопрос. Лгать для блага. Это, например,
Смотря, ну, как бы, я не скажу, что нет, наверняка это было. Уровень лжи, вот это вот другой вопрос, как бы, какую неправду мне пришлось сказать для того, чтобы добиться какой-то цели. Но это было. Ну, как правило, это какие-то такие мелкие шалости, когда ты, например, мама была против, чтобы я начинала рано работать. Я там пошла по своей линии, я сказала, что я хочу попробовать, если нет, то нет. То есть они у меня там в Оренбургской области, я в Уфе, поэтому приходилось иногда во благо их спокойствия говорить, что у меня все хорошо, а самой с друзьями разруливать там, где плохо. Ну, да, говори. такой вопрос. Они знают об этом или они до сих пор не знают об этом? Ну, я скажу, что мы много что во благо даже с братишкой утаили. Спустя годы мы об этом сказали. То есть прошло где-то 3 года, где-то 5 лет. Что-то она, может быть, и не знает на сегодняшний день. Но никто не пострадал, и все хорошо, это самое главное. Мы живы, мы целы. Вот, мне кажется, для родителей это самое главное. Мы здоровы. Хорошо, спасибо за ответ. Вот если бы вы могли бы стать свидетелем любого события из прошлого, что бы это было? Из прошлого. Так, что бы мне понравилось бы из истории? Я бы, наверное, выбрала бы не какие-то балы, да, вот эти светские, которые были из событий прошлого. Мне интересно, как человек развивался. Я бы посмотрела, каким был первобытный человек, потому что это удивительно, какой эволюционный путь он прошел в своем развитии. И то, что пишут в книжках, на самом деле это настолько удивительно, что там, спустя много лет человек смог развить и получиться сегодня такие, какие мы есть. Поэтому я бы хотела бы в самые-самые первобытные времена посмотреть, так ли оно было или нет, как пишут в книжках. Да, круто. Я бы тоже хотела. Скажите, пожалуйста, вот нам учителя в школе всегда говорят, что их предмет очень важен в жизни. Ну, конечно, так и есть, что-то где-то да где-то всегда пригодится, но был ли у вас такой опыт, что какой-то из предметов, допустим, который вам нравился, действительно вам очень сильно пригодился в жизни? Как сказать, надо честно сказать, или чтобы вы потом хорошо учились? Лучше честно. Мне тяжело давалась физика, у меня всегда было между 4 и 5, мне приходилось участвовать во всероссийских олимпиадах, типа там в Бауманке, в МФТИ, и вот эти формулы, которые я учила, они мне в жизни, конечно, не пригодились. Что пригодилось? Не знаю, сложно ответить, но математика, она всегда нужна, правильно? Грамотно писать, а я обожала писать сочинения, причем мои сочинения читали даже на весь класс, зачитывали. Обожала литературу, разбирать тоже различные там повести, романы. То есть мне нравилась литература, русский язык, грамотная речь. Это пригодилось, и это то, что пригождается сегодня в моей жизни, в повседневной, когда я проверяю документы, проверяю письма, просчитываю правильно, например, бюджет какого-то проекта, когда рассматриваем, да, различные заявки. Поэтому есть то, что пригодилось. Это базовый русский, математика, ну и литература – это больше для меня. А вот вы говорите, что вам нравится вот правильное что-то. Вы перфекционистка? Не настолько, насколько перфекционистки мои подруги. Я человек, который, наверное, ладно, не получилось, получится в следующий раз. Научилась слишком сильно не переживать. Вот сегодня получилось так, завтра что-то не получится. Ничего страшного, зато послезавтра получится обязательно. Просто приложишь больше сил, больше там поработаешь над этим вопросом. Сложно быть перфекционистом, поэтому я предпочитаю быть человеком, который близок к перфекционисту, но еще не настолько переживает, да, за такое вот. И еще мне вот нравится очень выражение, вот спустя много лет я все равно его часто к нему возвращаюсь. Я училась в очно-заочной школе «Лидер» в Оренбургской области. И у нас там была фраза, вот в рабочей тетради, когда нам давали, кто такой лидер? Вот кто для тебя лидер? Можешь сказать? Лидер – это тот, кто ведет всех, тот, который может, тот, который учится на ошибках. Он перфекционист или нет, как ты мне задавал вопрос? Нет, не перфекционист. А у меня есть такое классное определение слова «лидер», потому что я училась в лидерской школе. Лидер – это несовершенный человек, но человек, стремящийся к совершенству. А вот спустя какое время вы поняли, ну вот, поучаясь на своих ошибках, то, что вы стали лучше?
Ну и точно знаю, что те ошибки, которые были в прошлом году, я уже не повторю. То есть есть, например, ошибки, которые сработаны, там, программа, к примеру, там, да, технический сбой, еще что-то. Или я была не права по отношению к человеку, резко что-то высказала, и человек мог обидеться. Мне там пришлось объяснить, что это не потому, что я там тебя не уважаю, да, а просто потому, что я там была на эмоциях, была в плохом настроении, и попрошу обязательно извинения. То есть ошибка, исправить, стать лучше и про опыт, это значит не повторить того, что ты сделал вчера. Я вообще до 11 класса думала, что я буду медиком. Меня готовили медицинские. Это было желание моих родителей, моей бабушки в том числе. А я хотела работать на госслужащего. Я любила это все и люблю. Давайте отвлечемся от темы. Какие у вас есть сугубо женские хобби для души? Хобби для души. У меня каждое утро йога. Это обязательно. То есть 40 минут я занимаюсь йогой, это дыхательные практики, это разминка, гимнастика. То есть для меня это нужно для того, чтобы, в принципе, пробудиться окончательно и идти в этот целый день, там, заниматься все своими вопросами. Из того, что еще есть, я люблю готовить. Но муж готовить любит еще больше в последнее время. Мы с ним даже немного соревнуемся. Я люблю книги, я люблю обучение, тренинги, различные семинары онлайн, которые сегодня доступны. То есть я предпочитаю свободное время посвящать развитию. И плюс еще я стараюсь посвящать его своим родным. Как таковых отдельных каких-то там занятий, там, рисованием, спортом, сегодня у меня этого нет. Захочу, позанимаюсь. Захотела, пошла, взяла мастер-класс, нарисовала картину, и мне просто она нравится. Повесила у себя дома, к примеру, так. Вы не задумывались, для чего человеку нужна семья? Задумывалась. Вышла замуж. Для чего человеку нужна семья? Это поддержка. Понятно, что есть друзья, есть родители, есть там родные, братья, сестры, может, да? У каждого там свой круг поддержки. Но муж или жена – это люди, которые чувствуют твое настроение на самых тонких уровнях, не знаю, на вибрациях, которые видят, что у тебя там глаза грустные, или что-то не так, или мимика, ты улыбаешься, а улыбки на самом деле нет, что ты чем-то расстроен. Это про поддержку, это про вдохновение. Это про доверие, это про заботу. Я считаю, что семья очень важна и нужна, и к этому нужно подходить серьезно. Да. Продолжите фразу. Красота женщины – это прежде всего… Ее энергия. Я скажу так. А можете объяснить, почему? Красота женщины, наверное, в той энергии, которую она несет каждый день. Энергии как жены, энергии как матери, энергии как дочери, энергии как руководителей. Когда ты приходишь на работу, если я в настроении, значит, все в настроении. Понятно, да? Вот. Та энергия, которую ты несешь, если она созидающая, если она добрая, если она такая вот позитивная, вот в этом красота. Вот мне кажется так. Сегодня очень популярно говорить про энергию, про вот различные. Я думаю, что вы тоже примерно в тренде. Мы с вами друг друга понимаем на одной волне. А как вы поняли, то, что ваш муж – ваша судьба? Я поняла это не сразу. Он добивался 2 года моего внимания, моей руки и сердца. Поэтому поняла я тогда, когда случались в жизни ситуации, и когда он приходил на помощь. И я увидела его с другой стороны, я увидела в нем все его человеческие качества и могла его расценить не как там очередного поклонника, который там отправляет цветы и засыпает комплиментами и всем остальным. Здесь было просто восхищение, это была безмерная любовь, это была забота и отсутствие какого-то эгоизма, там, мужского самолюбия. Поэтому, да, он доказывал, что он достоин быть рядом со мной, он показывал свою любовь, и в самые, так скажем, в самые сложные ситуации, которые когда у меня были, он был рядом. И благодаря тому, что мы это вместе пережили, я поняла, что это человек, с которым я хочу всю жизнь быть вместе. Это опять-таки про семью, тот вопрос, который ты задавал не так давно. Это я сразу еще один вопрос спрошу. Давай. По вашему мнению, что должен иметь настоящий мужчина? Настоящий мужчина должен быть настоящим мужчиной. С ним тебе должно быть спокойно. Даже если где-то за окном, за вашим домом, там, не знаю, бушует шторм, ты должен приходить, и он тебя обнимет и скажет: все будет хорошо.
Мужчина – это про поддержку, безопасность, ну и, конечно же, забота. Он тебя слышит, он с тобой разговаривает. То есть, если мне нужно поговорить, а женщина, она эмоциональная, мне нужно прийти, я прихожу, там, мне там, хорошо ли, плохо ли, мне нужно все это пережить вместе с ним, мне становится действительно еще легче, еще лучше. Поэтому вот он делает меня счастливой. У меня два вопроса. Какой у вас девиз по жизни и с каким животным вы себя ассоциируете? Девиз по жизни у меня один – дорогу осилит идущий. И с каким животным я себя ассоциирую? Слушай, такой вопрос, я даже не знаю. Какое животное может быть и сильным, и грациозным? Но сказать, что львица, наверное, я недостаточно такая вот смелая, что ли. Может быть, тигрица, вот что-то похожее. Никогда не думала над этим вопросом, надо будет приду домой, подумаю хорошенько тоже. Вас можно назвать карьеристкой? Скорее да, чем нет. Потому что в свое время я очень много посвящала времени карьере и ставила это в приоритет. То есть мне было важно успеть, мне было важно расти, мне было важно развиваться, и поэтому сейчас просто немножечко сменилось время. Но до этого, да, последние, там, может быть, 5-7 лет своей жизни я максимально уделяла карьере. Ну, про семью тоже же нельзя сказать, что не надо ничего делать. Я не говорю о том, что не надо делать. Семья нужна, важна, и в жизни женщины особенно семья это главное. И задача женщины все-таки стать матерью. Я это так вижу, в моем понимании. Вы разговариваете сами с собой? Так, разговариваю ли я сама с собой? Да, бывает. Я не скажу, что это сумасшествие. Бывает тогда, когда ты сидишь один в кабинете, ты говоришь: так, Люция, возьми себя в руки, тебе нужно принять решение. Бывает такое, что я обращаюсь к себе и говорю, что там, поверь в себя, у тебя все получится, и не опускай руки. В тот момент, когда я нахожусь одна и нет человека, который может меня подбодрить, если это можно говорить, что я разговариваю сама с собой, то да. Можно с вами сфотографироваться? Можно. Идемте все вместе. Так, вместе все? Вы можете сидеть, можете давай. стоять, как вам удобнее. А как вы обычно фотографируетесь? У нас все необычно всегда. Ну, прекрасно. Так, надо, чтобы Всех все видно. в кадр. Хобби для души. У меня каждое утро йога. Это обязательно. Я люблю готовить, но муж готовить любит еще больше в последнее время. Я люблю книги, я люблю обучение, тренинги, различные семинары онлайн, которые сегодня доступны. Какого цвета счастье? Вот я смотрю на тебя, Анжи, ты сидишь фиолетовым, и мне хочется сказать: счастье сегодня фиолетового цвета. Поэтому... Вы можете сказать общий какой-нибудь цвет? Или у вас каждый день новый цвет? Счастье же это же палитра. Много из чего складывается, поэтому я бы сказала, это радуга, в которой есть место каждому из цветов, которые показывают яркость, многогранность, насыщенность вот этого самого счастья. Спасибо вам большое за ответы на вопросы, было очень интересно. Теперь вы можете пройти и выбрать лучший портрет, какой вам больше понравится, и забрать себе домой. Здорово, спасибо большое вам. Я приготовила небольшие такие наши фирменные блокнотики вам. Здесь вы можете узнать о нашем фонде. Есть ссылки на соцсети, которые вы так любите. Ну и чтобы у вас в любой момент была возможность сделать самую важную зарисовку того момента, который вы увидели. С удовольствием подарю я вам их. Так, спасибо. Это очень мило. Вот почему ты спрашивала, да, какого цвета Ася? Я еще изобразила на фоне сердечки, потому что она очень такой ласковый и любовный, можно сказать, человек. Кто-то задал вопрос насчет кошки. Я решила нарисовать ее, почему бы и нет, в принципе. Я уже говорила то, что на этой программе я в первый раз, поэтому ничего особого я не ожидала. Спасибо большое. Вы тут серьезно, потому что у вас очень серьезная работа. Конечно, да. Я на работе должна быть серьезной. Да.
Я хотела показать ее здесь сияющей, такой, как я ее увидела, такой безумно радостный. Я не знаю, как даже сказать на самом деле, потому что это человек, который мне близок по душе, который мне был очень приятен. Мне очень понравилось вести диалог с Люцией Кагимовной. Она действительно очень душевный человек, дала мне очень много полезных советов и помогла разобраться в себе. Подарила даже блокнотики. Она очень близка к нам, к подросткам, к молодому поколению. Она старается развивать его, ну и вообще все сферы она пытается развивать. Она понимает нас, подростков, потому что занимается чем-то очень интересным, что связано с нами. Мне очень нравится ее мысль помогать начинающим и восстановить какие-то программы, которые у нас есть в Башкирии. Также на портрете я хотела показать то, что она очень глубокий и интересный человек со своими мыслями, и она может высказать, но при этом она очень светлый и открытый человек. Я ждала очень интересного и загадочного гостя. Люция оказалась еще более интересной, чем я ожидала. Я должна выбрать только один портрет, правильно? Я выбрала первую работу, если можно. Подарите мне ее, пожалуйста. Люция Тагимовна очень веселый и открытый человек. Я решила изобразить на портрете кошку, так как она сказала то, что у нее она есть. Я очень рада, то, что она выбрала именно мой портрет. Спасибо. Пожалуйста. Вот такая я. У всех. В принципе, спасибо вам большое. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Я в последнее время общаюсь только с серьезными людьми. Они приходят с серьезными вопросами, и нужно отвечать по-деловому и не конкретные вопросы. С вами получилось поговорить обо всем. И я желаю вам, чтобы вы всегда верили в свои силы, чтобы вы знали, что у вас все получится, и никогда не опускали руки. Жизнь, она классная, просто надо научиться кайфовать и от всего получать удовольствие. Спасибо телеканалу «Тамыр» за такие классные, добрые передачи, в которых есть возможность пообщаться с вами. Поэтому успехов вам. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Всегда буду рада помочь. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это был мой первый раз на этой программе. На самом деле мне очень сильно это все понравилось, ведь можно познакомиться с разными людьми из разных сфер. Это очень важно в наше время, быть разносторонним человеком. Спасибо вам большое, успехов. Всем до свидания. Было интересно, вопросы нестандартные, дети такие искренние, поэтому здорово. Не похоже на то, что есть в обычной моей жизни.